Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. В Якутии, как и по всей стране, официально объявлены нерабочие дни. Озвучим, кому работать разрешено и на каких условиях. Собственное производство, многолетнюю практику по завозу медицинского кислорода извне заменят местным обеспечением. От спортивной одежды зависит многое. Сборная республики по вольной борьбе получила новую униформу. Владимир Путин поручил увеличить объемы тестирования на коронавирус в регионах. Кабинет министров закупит за счет бюджета дорогостоящие лекарства, необходимые для лечения больных. Это следует из перечня поручений президента по итогам совещания с правительством. Также в регионах будет организован ежесуточный мониторинг доступности лекарств, медизделий и кислорода. Тем субъектам, в которых складывается сложная эпидситуация, Путин поручил оказывать поддержку с привлечением дополнительных средств и сил Минобороны, МЧС и других федеральных органов власти. Между тем, для прохождения вакцинации работникам предоставят 2 оплачиваемых выходных. Правительству и региональным властям необходимо принять меры по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию от коронавируса, 2 оплачиваемых выходных, говорится в документе. Соответствующее поручение также дал Владимир Путин. Кроме того, поручено нарастить темпы вакцинации населения в регионах, в том числе среди жителей, которые ранее вакцинировались или переболели коронавирусом. Особое внимание обратят на людей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями. С 30 октября по 7 ноября в Якутии, как и по всей стране, официально объявлены нерабочие дни. По указу главы региона Исана Николаева в указанный период разрешается деятельность только медицинских организаций, аптек, продуктовых магазинов, предприятий общепита с 6 утра до 22 часов с допуском по QR-коду. Фудкорты смогут работать только в режиме доставки готовых блюд. Допуск в организации культуры возможен тоже по QR-коду. Магазинам разрешено работать в режиме доставки товаров на дом. Кроме того, продолжат работу гостиницы и хостел. С 30 октября по 7 ноября у нас будут работать организации жизнеобеспечения, непрерывно действующие организации, медицинские организации, промышленные предприятия, которые обеспечивают кислородом наши медицинские организации, аптеки, организация торговли продуктами питания, организация торговли товарами первой необходимости. Общепит предлагается оставить, вместе с тем он будет работать с 6 утра до 22 часов вечера, а не как сейчас там до 0 вечера. При этом в торговых центрах будут работать только аптеки, продуктовые магазины, магазины с товарами первой необходимости и рестораны, кафе по системе QR-кодов. В школах и детских садах с 30 октября по 7 ноября объявлены каникулы. При этом в детсадах будут работать дежурные группы для детей, родители которых продолжат работать. Вводят и новые ограничения. Люди старше 60 лет, не получавшие вакцину, обязаны соблюдать режим самоизоляции. Работодатели должны перевести на удаленку сотрудников старше 60 лет с хроническими заболеваниями. Кроме того, работодатели обязаны предоставить сотрудникам 2 дня выходных на вакцинацию с сохранением заработной платы. Многолетнюю практику по завозу медицинского кислорода извне заменят собственным обеспечением, сообщает пресс-служба Минздрава Республики. В Якутии уже есть предприятия, которые производят кислород для других организаций. При этом лицензия на изготовление именно жидкого медицинского кислорода имеется только у компании «Кислород Якутии» в Нерюнгри. Первые 8 тонн кислорода от предприятия уже доставили в Якутск на прошлой неделе. Также планируется открытие филиала в столице. Саха-Агроплем тем временем направила заявку в Минпромторг. Также предприятию необходимо пройти регистрацию в Росздравнадзоре. Для этого заявку также рассматривают в Минздраве России. Пункт вакцинации в медцентре Якутска принимает желающих поставить прививку от коронавируса даже во время объявленных нерабочих дней. Сейчас население активнее приходит в прививочные кабинеты. В день бывает до 200 посетителей. Врачи связывают это не только с вводом системы QR-кодов, но и с тем, что люди стали ответственнее относиться к своему здоровью. Мадина Халикова продолжит тему.
Несмотря на рабочий день, уже с раннего утра в якутском медцентре ажиотаж. Вся эта очередь на вакцинацию от ковида. Кто-то пришел поставить прививку, потому что без QR-кода попасть в тот же общепит совсем скоро будет нельзя, а спортивные и культурные учреждения уже и вовсе перестали пускать посетителей без сертификата. Но большинство все же делает осознанный выбор в пользу вакцинации, понимая, что это единственный способ надежно защитить себя от вируса. Если сам себя не убережешь, то никто не убережет. Считаю, что она очень важна сейчас, да, чтобы сохранить свое здоровье. И вакцинацию я получаю вторую. Первую вакцинацию перенесла как бы без симптомов, без всяких осложнений. И надеюсь, сейчас вторую вакцинацию тоже так же пройду. Работает прививочный пункт в медцентре все 7 дней в неделю, в будни с 8 до 20, а в выходные с 9 до 15 часов. В наличии есть разные виды вакцины. Здесь и гамковид-вак, и эпивак, и ковивак, и также однокомпонентный спутник Лайт. Каждый может выбрать любой подходящий препарат. Останавливать работу по вакцинации в период нерабочей недели в медцентре не собираются. Для желающих привиться выделено отдельное крыло. Другие врачи здесь не принимают, только персонал, который делает инъекции. Пациент приходит, заполняет анкету и проходит в порядке очереди. Это занимает от 15 до 20 минут. В кабинете находится у нас врач-специалист, либо фельдшер, который делает осмотр первоначальный, меряет температуру, сатурацию, давление, кожные покровы проверяет, собирает анамнез и делает допуск к вакцинации. Врачи в период пандемии второй год работают на пределе возможностей. Многие уже перенесли ковид, поэтому не понаслышке знают, как тяжело иногда протекает заболевание. Сейчас есть недостаток кадров, поэтому плановые приемы узких специалистов бывают с задержками и очередями. Но это ожидание не превышает 2 недель. И к основным специалистам терапевтического профиля это невролог, кардиолог и эндокринолог у нас ожидание порядка 1 недели. Для приема пациентов с признаками ОРВИ и подозрением на ковид у нас организована инфекционная амбулатория, которая находится у нас в правом крыле нашего основного здания на 2-м этаже. В этой инфекционной амбулатории у нас организован отдельный вход. Пациенты заходят через другой вход и не перемешивается с основным потоком. Для работы в временное инфекционное отделение у нас задействованы 4 профильных специалиста смежных специальностей. Они ведут свой обычный прием и также во вторую смену переходят на работу в инфекционную амбулаторию, обязательно соблюдая все меры предосторожности. Медработники, которые задействованы в инфекционном отделении, проходят через санпропускник. В индивидуальные СИЗы, защитные маски, перчатки, экраны, переодеваются в специальной зоне. Там же обеззараживание и антисептическая обработка. Мадина Халикова, Семен Семенов, Якутск. В Ленском речном порту встретили автомобиль на газовом топливе. Новый автомобиль «Лада Веста» 2021 года выпуска получили в Братске. Это новый вид техники автопарка АДТ. Машина будет перевозить пассажиров в производственном такси Мирного и заменит автомобили УАЗа «Патриот». Преимущество этого легкового автомобиля – двухтопливная система питания двигателя, поэтому «Лада Веста» может проехать в 2 раза больше. 25 октября автомобиль уже перевезли в Мирный, машину будут тестировать полгода. Если надежный транспорт оправдает себя весной и зимой, в будущем рассмотрят еще одно пополнение автопарка, еще одной такой машины. То есть он может работать как на бензине, так и на газе, метан. То есть, соответственно, топливо заканчивается одно, можно переключаться с одного на другое. Еще какой положительный плюс у данного автомобиля – двойной запас хода. На предприятиях «Алроса» слесари и водители большегрузов довольны качеством топлива. Дизель и бензин проходят тщательную проверку, прежде чем попадут в бак. Кто контролирует качество топлива, какие пробы берут лаборанты, а главное, зачем? Подробности у наших коллег. Что нужно человеку, чтобы организм был здоровый? Конечно, сбалансированное питание, так считают специалисты. Суточная норма потребления овощей и фруктов для человека должна быть не меньше 400 граммов. Не больше 30% жиров и не больше 50 грамм сахара. Нужно исключить жирное, жареное, соленое. Производственная техника сродни человеческому организму. За его питанием тоже нужно следить. За качеством еды для техники следят в лаборатории УМТС. Плотность, вязкость, температура вспышки, помутнение и фильтруемости – это главные 5 показателей, которые говорят о качестве топлива. От его плотности зависит исправная работа двигателя, а недостаточная вязкость может навредить карбюратору. Задача лаборантов УМТС – произвести замеры так, чтобы некачественное топливо не попало на производственные площадки.
Раньше фракционный состав мы делали ручным способом. Это мы брали пробу, наливали ее в нашу колбочку и ставили в аппарат, и сами сидели и контролировали процесс. А сейчас у нас есть аппарат, который просто заливаем мы пробу, вставляем его в аппарат, и аппарат сам контролирует весь процесс. В лаборатории УМТС сегодня все автоматизировано. Специалистам не нужно сидеть секундомером и записывать показатели вручную. Техника выдает информацию на экране. Наша лаборатория на данный момент выполняет анализы на дизельное топливо и на бензин. Но нашего оборудования достаточно для того, чтобы выполнять и показатели по свежим маслам и отработанным маслам. Компании не зря так тщательно контролируют качество топлива. От него зависит стабильная работа техники и отсутствие простоев. Александр Гуляев чинит БелАЗы, Каты и Вольво 10 лет. Больше всего, говорит автослесарь, от некачественного топлива страдают насосы, форсунки. Фильтры тоже загрязняются. Но ремонтировать эти детали Александру практически не приходится. Качество полностью устраивает. У нас редко бывает от топлива поломки. Честно говоря, вот за 10 лет я даже не помню, когда последний раз я сделал машину из-за некачественного топлива. Они как бы зимой не замерзают, ничего, все нормально. Топливо выдерживает якутские морозы. Это подтвердили водители большегрузов. Все хорошо заводится, едет. Никаких, за сколько я работаю, не было инцидентов, чтобы машина глохла именно из-за топлива. Даже больше, чем устраивает. Очень хорошее топливо. У нас с ним проблем не было. Машина хорошо едет. А если большегрузам горючее питание подходит, значит и ремонта меньше, и план на предприятии будет выполнен. Анна Брянская, Александр Еремин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Сборная республики по вольной борьбе получила новую униформу в спортивных костюмах сине-голубого цвета. Они будут представлять Якутию на всероссийских и международных турнирах. Как отмечают члены сборной, от спортивной одежды зависит многое. Например, плотные тренировочные костюмы минимизируют получение ушибов и травм. А вот недышащие костюмы помогают при сгонке веса. Первые соревнования у сборников запланированы в ноябре, так что подготовительные двухнедельные сборы уже начались. На них допущены спортсмены, прошедшие вакцинацию и с отрицательным результатом ПЦР-теста. Для спортсмена, для борца там бывают разные виды, да. Например, тренировочный, это который вот сейчас именно вот такую форму дали для спортсменов. Это без замка, который, а вот тренерам парадную дали. Везде все спрашивают, уже наши коллеги из других регионов, да, уже отвечает по всем стандартам. Не хуже брендовых фирм Adidas, там Nike по качеству. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.